Красивый, звонкий, лиричный – так говорят о чувашском языке. Его день отмечают каждый год 25 апреля. Сегодня в республике прошли и торжества, приуроченные к юбилею Ивана Яковлева. Почтить память просветителя в Чувашию приехали его потомки и заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Константин Малафеев. Обо всем подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Владимир Павлов – один из правнуков Ивана Яковлева. В республике он частый гость. Говорит, что Чувашия для их семьи особенный регион, где бережно хранят память о знаменитом предке. Потомки просветителя воспитывались на его заветах. Я не ожидал, что так помнит народ. И это не пустые слова. Это благодарность, которую испытывают люди. Нас всего 3 осталось. Но зато генеалогическое древо яковлевское все растет и растет. И столько уже потомков. Мы проехали вот эти 250 или 300 километров по Чувашии, и мы просто в восхищении. Все села цветут, все поля распаханы, все поля засеяны. Нам очень понравилось, что в каждом селе вместо «добро пожаловать» стоит крест православный, который приветствует и благословляет. На утреннем митинге в сквере Ивана Яковлева было многолюдно. Сюда приехали педагоги, деятели культуры, представители общественных организаций и национальных автономий. В республике продолжается праздничный марафон, приуроченный к юбилею просветителя. Оргкомитет возглавляет депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Свое вступительное слово он начал на чувашском. Считаю, что, опираясь на память об Иване Яковлеве, обо всех великих наших соплеменниках, мы смело будем двигаться вперед, одерживать победы над любым врагом, над национализмом. Константин Малафеев признался, что и сам недавно познакомился с завещанием просветителя. Его главным посылом стала вера в Бога. Я хотел сказать, что, конечно, мы воспринимаем Ивана Яковлевича и своим тоже великим просветителем. И его память, его наследие достойно того, чтобы на всероссийском федеральном уровне его имя встало в ряд с другим великим его современником Константином Ушинским. Иван Яковлев на постаменте с книгой в руках. Такой образ просветителя придумал скульптор Давид Народецкий. Этот памятник в сквере создателя чувашской письменности установили 53 года назад. Именно 25 апреля, в день его рождения, сюда приносят цветы. Духовное наследие просветителя сейчас особенно актуально, когда спустя больше века русская православная церковь пережила многое. Собор Сергия Радонежского – новая страница для чувашской митрополии. Строительство храма началось 9 лет назад. Работы близятся к завершению. Это будет самый большой храм в столице республики. Более 40 метров в высоту до верхней точки главного купола. Здесь смогут одновременно находиться свыше 1000 прихожан. Уже установили купола, впереди отделочные работы. Строительство собора стало возможным и благодаря меценатам. Пожертвования внес и заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора. Впечатление захватывающее. Я не видел никогда таких возвышенных храмов, которые бы так стремились ввысь. Особенно это видно внутри храма. У нас план в следующем году его все-таки достроить, осветить. Мы ожидаем приезд патриарха, по крайней мере, он заложил строительство этого храма, и, соответственно, рассчитываем на то, что он приедет, уже осветит готовый храм. Ну и дальше будем его расписывать. У Всемирного Русского Народного Собора появилось еще одно региональное отделение в Чувашии. Первое заседание провел Константин Малафеев. Духовенство объединяет для того, чтобы решать стратегические задачи и проповедовать заветы. Нам очень важен голос Чувашии, нам очень важен голос студентов, преподавателей, интеллигенции и всех мыслителей, которые здесь родились в Чебоксарах, первым из которых, известных нам, был Иван Яковлевич. Этот вопрос был начат, как вы уже сказали, более 3 лет назад. Но известные события, связанные с пандемией и смерть моего предшественника, задержали это все на 3 года, всего лишь на все. В Чувашском госуниверситете прошла большая встреча Константина Малафеева с молодежью. Заветы просветителя Ивана Яковлева стали одной из ключевых тем.
Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.